Раяночка, прячем волосы, я понимаю, что ты у меня красотка. Да не говори. Так, да не говори, конечно, я согласна с тобой. От этих детей исходит невероятный солнечный свет. У каждого из ребятишек есть некоторые особенности развития, но это не мешает им радоваться жизни и любить людей, что дано не каждому человеку. Вот и решили поделиться этим состоянием подростки. Благо и акция с соответствующим названием в России уже запущена. «Дарю тепло». И на этой же пластиковой подстилке оставляем готовые уже формочки. Понятно? Сначала вырезают фигуркой пряник, затем разукрашивают его яркой глазурью. Несмотря на то, что в роли кондитеров дети, при работе с едой должны быть соблюдены все требования. На руках перчатки, на голове шапочка. Эти сладости ребятишки с ограниченными возможностями здоровья будут раздавать людям, чтобы поделиться чуточкой своего тепла. Раяна Костоева все пряники красит исключительно в яркий красный цвет, который считает цветом сердца, цветом любви. Говорит, даже в одежде чаще всего выбирает именно его оттенки. Мы делаем прянички, чтобы раздать всем. Я люблю раскрашивать красным цветом, потому что, чтобы аккуратно было. Раяна находится на очном обучении в республиканском центре. В отличие от многих ребят, у нее получается каждый день посещать уроки, а еще различные кружки. Девушка участвует в театральных постановках, поет в вокальной группе. Со своим музыкальным коллективом даже участвовала в международном конкурсе «Белая трость» для талантливых детей с ограничениями по зрению, одним из организаторов которого выступает Диана Гурцкая. Впрочем, украшают пряники для прохожих не только дети с ОВЗ. Пригласили сюда и ребят, чьи отцы находятся сейчас в зоне СВО. Джабраил Амхоев – сын защитника Родины, а две его сестры раньше были воспитанницами центра, но сейчас уже учатся в обычной школе. Глава семьи по возможности звонит детям по видео. Вот и сейчас удалось созвониться. Родные шутят, что самый большой спрос у отца теперь с младшего в семье. А кто ты в доме самый главный? Кто теперь? Тебя папа ставит за главного, да? Кажется, здесь нет случайных людей. Акцию поддерживают все те, кто неравнодушен к затронутым темам. Даже помещение предоставили дети погибшего при бандитском нападении на республику 20 лет назад подполковника милиции Юсупа Чанеева. Им пришлось рано повзрослеть, но вера в добро в них также жива. Мы на своем примере со своими детьми с ограниченными возможностями здоровья решили провести эту акцию только для того, чтобы общество поняли и осознали на примере наших детишек, все-таки творить добро – это чудесно. Дети уже в стенах республиканского центра подготовили шарики, надули сами, шарики в виде сердца, что они дарят это все от сердца. И вот такую вот красивую распечатку взяли с пожеланиями и с дуа, где они просят Всевышнего помочь нашим защитникам нашего Отечества, которые сегодня горячие точки защищают нас вместе с вами, нашим СВОшникам, где они просят им здоровья, блага, и чтобы они живыми и здоровыми вернулись к нам домой. Яркие имбирные пряники готовы, дети перемещаются на аллею матери. Там свои улыбки и сладости предстоит дарить прохожим. Мамы с детьми радуются и благодарят, а один из мальчишек даже поделился тем, что его папа тоже защищает Родину. Только что ты мне на ушко нашептал, что твой папа тоже защищает нашу Родину в рядах наших защитников, да? Сегодня он на службе, да? Как зовут папу? Тимур? Когда вокруг собирается столько добрых людей, любой день становится добрейшим. Особенные дети призывают нас сегодня делиться теплом друг с другом. Ну как можно их не послушать? Анастасия Шишина, Муслим Яндиев, Магаз 24.